надежда в тебе. Свой путь не любви стоит прочь уходи. Сейчас, пожалуйста, в Zoom, я тебе скину ссылочку и посмотри, послушай, как будет это наша репетиция. Мне важно знать соотношение, допустим, фона с музыкой и с голосом. Хорошо? Саша, и тоже в голубой футболке? Вы что, все сговорились сегодня? Говорили. Почему я не в теме? У меня темно-синяя. Нет, темно-синяя. Тоже темно-синий. Не нейтрально. Ну да. Но все равно в тему, в тему. Морская сегодня тема у нас сегодня. Морская вечеринка. Так, прославление готовится уже. Ну да. Да, знаю. Таня. О, прославляющие. Татьяна Борисовна. Скоро. Если бы не забыли звук отключить всех, не было этого. Что, начинаем или ждем еще пока? Может, Диме сказать? Кажется, надо подождать. Подождем. Ну, в общем, Минут 5, может. рукой махните, когда начинаем. А у нас микрофон-то отключат или уже отключен? Нет, у нас все включено. Они у тебя отключают пока. Ну, потом у нас у всех выключится, да? Потом я всем отключу микрофоны. Ага. Когда начнется прославление, надо будет... В общем, у нас правила такие. Когда мы начнем, я отключаю все микрофоны. Сейчас можно еще пока пообщаться. Как будем начинать, Сава Савич, ты мне махни рукой. И лично я делаю так. Когда я не разговариваю, я свой микрофон выключаю. Для чего? Для того, чтобы посторонний какой-то шум, он не передавался в эфир. Допустим, кто-то на улице, там кто-то что-то где-то идет, там, я не знаю. Поэтому будьте как бы тоже бдительны и внимательны к этому моменту. Сейчас я обратно всем включу, еще пообщаемся минут 5, и все, поедем. Потом в конце собрания оставить. Олег Иванович! Куликовы-то тут, не тут? Где Куликовы? Вон они. Так, сейчас найду. А вот вижу семья Куликовых. Девчонки тоже в синих футболках. Слышь, ты ничего. Не точно сговорились все. Ну, морская тема такая. Волосатая, морская. На море все хотят. Все хотят на море, наверное, да? Все синие футболочки поодевали. Они говорят, что у них звука нет. Но это у них там отключено что-то. А, скорее всего, у них надо нажать эту. Всем дашь звук, все говорят. Илью позовите. Все работает. Кого позовите, говорит? Илью. Ну все, что-то зачем мне Борисович? Зачем нам это, кто будет проповедовать, кого поставить? Кто будет проповедовать? Кто будет проповедовать? Ну и ладно. Да ну да ладно. А где? Масло тебе сейчас налью, и будешь себя помазать. У меня есть лаваш утащилась, съела. Татьяна, покажи, что.
Иисус не изменился, же самый. Вчера, сегодня, завтра и во веки веков. Отойди, успокойся, Таня, пожалуйста, садись. Лена, сегодня вы доведете представление. Выключи звук. Так, Я свободен, и слова я свободен. Просто расслушай. Теперь прозрачный. Женька. Пойдь конфетки прозрачный. что вы хотите посмотреть полную экрана? Таня. Завтракай. Слышим? Очень хорошо причем, да? Привет. Привет всем. Где наш? Здорово, Соня. Вот. Как у вас здоровье, люди? Нормально все? Нормально. Отлично. Слава Богу. Аминь. Алло? А что меня не слышно? Нет, выключен звук. Выключен звук. Богу, вас хорошо. Мешайте, пожалуйста, идите. Леночка тоже Ты убери, сидит, блин, я руки дальше убери. пойдём, Слышно же. Руки, где слышно-то? Вот видите, Лена. Не слышно, алло, не слышно? да? Лена, у тебя У меня слушатель. служение. Вокзал какой-то. Да, выключайте все. Без видео тоже. Давайте еще 3 минуты. Говорит Москва, да? Москва. Нет, 1 минута, все, хватит. Якутский. Ну пробуй, там будешь слушать же. Там все равно он не. Тебя не видно все равно. Начинаем. Видно Что им тебя. слово? Да, Можно, пошла. наверное, мы начинаем наше собрание. Рад видеть очень вас. Постарайтесь включить свои экраны. Просто половина людей не видно. Хочется посмотреть на ваши лица. Здорово, заново видеть вас. Такие все родные. Всех приветствуем. И давайте будем начинать. Как обычно, с прославления. Давайте будем прославлять Господа. Доброе утро, церковь. Мы рады приветствовать вас. Сейчас на связи у нас 21 устройство. Людей, возможно, больше. Давайте прославим нашего Господа. Аминь. Господь, мы славим Тебя на этом месте. Каждый своего дома, Господь, но одним сердцем. Прославляем Тебя. Возвышаем Твое имя. Возвышаем Твое имя. Возвышаем наши голоса к Тебе, Иисус. Лишь Тебе, Иисус. Тебе.
мой Бог. Я душу возношу, Тебе, мой Бог, я покой найду. Даруй мне идти, даруй мне идти, всегда за тобой. Когда тьма придет, Твое слово со мной. Тебе, Господь, Тебе, Господь, я душу возношу. Тебе, мой Бог, я покой найду. Даруй мне идти, всегда за тобой, когда тьма придет, Твое слово со мной. Надежда в Тебе, свой путь не яви, истинный свет, ведет меня во все дни. Надежда в Тебе, о, свой путь не яви, и пусть истинный свет ведет меня во все дни. Пусть свет ведет нас к Тебе каждый день, каждый миг, каждый час. Твоей, Господь, любовью я душу. Тебе одно я спасение нашел. Даруй мне идти, всегда за тобой. Когда смотри, загружу, Твое слово со мной. Надежда в Тебе, надежда в Тебе, свой путь не яви, свой путь не яви. Истинный свет, ведет меня во все дни. Надежда в Тебе, свой путь не яви. Истинный свет, ведет меня во все дни. 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 Твоя Господь. Каждый день пусть ведет меня. Каждый день, Каждый день пусть ведет меня Твой дух. Каждый день пусть ведет меня Твой дух. каждый день, Иисус. Создатель миров, пусть ведет меня. Пусть ведет меня. Моя надежда, Пусть ведет меня.
надежда в тебе, надежда в тебе, надежда в тебе. Я буду славить тебя Надежда в тебе, всем своим сердцем надежда в тебе, и всею душой. надежда в тебе. Господь, в это особенное время, Господь, когда наши сердца волны сжимаются, Господь, от страха, Господь, или они в смятении, Господь. Мы точно можем знать, что есть невидимое, Господь, что-то непоколебимое, что в нашем сердце всегда может дать нам мир и покой, Господь. Это Твоя надежда, Господь, Твое утешение, Твоя верность, Господь, в этом мире. Пускай, Господь, мы сегодня все в разных местах, Господь, но одни в сердце направлены к Тебе, Господь. Одни в сердце к Тебе, если наши микрофоны выключены, наши камеры, но наши сердце, Господь, просто включены, Господь. Максимально, Господь, мы хотим чувствовать Тебя, Господь, что Ты говорил нам сегодня, Господь. Хотим славить своим сердцем Тебя, Господь. Господь, Ты здесь сейчас нам. Славим Тебя. Славим Тебя, Бог. Мы славим Тебя, Господь. Аллилуйя. Мы прославляем, Господь, Тебя всем своим сердцем, Господи, всею душою, всей крепостью Своей. Мы будем прославлять Тебя, Господь. Аллилуйя, Бог. Слов пустых не нужно, пусть звучит тебе хвала. И стремлюсь я в песни окунуться в чувства. Я пою лишь для тебя. Сердцем жажду я. Если это Все силы дятся. Я не могу найти никаких других причин, лишь тебя превозносить. пожелал ты Ты сердцем сердцем вместо совершенства все, что есть тебе. тебе отдам. Песен недолговечный, страстного сердца поклонения. Пусть моя песня звучит лишь целью, ведь ты достоин славы всего. Всем сердцем жажду я. Скажи себе, для тебя, и все силы для царя. Я не могу найти никаких других причин, лишь тебя превозносить. Всем сердцем жажду я, теперь то для тебя, и все силы для тебя. Я не могу найти никаких других причин, лишь тебя превозносить. Сердцем жажду я, если петь, то для тебя, если сила для царя. Я не могу найти никаких других причин,
превозноси. Сердцем жажду я, если пену для тебя, и все силы для царя. Я ведь не могу найти никаких других причин, лишь тебя превозноси. Скажи всем сердцем жажду я, если пену для тебя, и все силы для царя. Я не могу найти никаких других причин, лишь тебя превозноси. Лишь тебя превозноси, лишь тебя, лишь тебя, лишь Ты наша скала, ты наша надежда. Надеюсь я во всем всегда на праведность и кровь Христа. Я веришь жизнь свою рискну, лишь одному тебе рискну. Все вместе споем, надеюсь я во всем всегда. Надеюсь я во всем всегда на праведность и кровь Христа. Я веришь жизнь свою рискну, лишь одному тебе рискну. Лишь Христос, лишь Христос, камень мой, силу даст и волю даже жду. Он Господь, Бог всего. Если тьма твой скроет сон, и если тьма твой скроет сон, то благодать не даст покой во время бурь и всех ветров. В твоем покрове я горю, в твоем покрове, в твоем покрове я горю. Лишь Христос, камень мой, силу даст и волю
Аллилуйя, аллилуйя. Пусть меня в себе найдет. Bluetooth mode. AX mode. При звуке гром вновь придет. О, пусть меня в себе найдет. Одевшись в праведность твою, предстану пред тобой, Иисус. О, пусть Господь, когда ты придешь, будем готовы, будем жаждать тебя никогда. С этого момента, Господь, давай нам эту жажду, знать тебя, Иисус. Давай нам эту жажду, мы в твоем присутствии. Чтобы когда ты придешь, мы были пред тобой, Господь. Мы не заняли другими делами, Господь. Чтобы быть пред твоим лицом, так жаждем, Иисус. Ты останешься на силу даст его любовь, даже что, о Господь, Бог всех. О, лишь Иисус, далеко силу даст его любовь, даже что, о Господь, Бог всех. Скажи, что лишь Христос твой камень, лишь Христос камень мой, силу даст его любовь, даже что, о Господь, Бог всех. Ты начало и ты конец, повелитель ветров, повелитель морей, царь всех зверей, царь неба, пусть моим царем моего сердца. От начала и до конца, от рассвета и до заката, ночью и днем, пусть моим царем, пусть моей надеждой всегда меня Иисус. Спасибо, Господь, что мы можем приходить в Твое присутствие, Господь, что Ты не закрылся от нас, Ты не спрятался от нас.
нас от нашего несовершенства, Господь. О, спасибо Тебе, Господь. О, что так же, как прежде, Господь. Раньше Ты называл нас Своим Духом, Ты сейчас, Ты жаждешь этой встречи. О, с нами, Господь. Господь, Ты знаешь, в какое время мы живем. Ты знаешь все времена и сроки. Господь, Ты сказал, что наш дом устоит, если мы во времена штормов, ветров, ураганов построим свой дом, свою жизнь на Слове Божьем. Павел говорил о себе, что умеет жить в изобилии и в нищете, и продолжал благодушествовать на всех обстоятельствах. В Библии описываются тяжелые времена, когда весь мир страдал из-за засухи во времена Иосифа. Помните, да? 6 лет изобилия и 6 лет голода. Давид вопрошал Господа во время жестокой засухи. Илия молился о дожде, которого не было 3 года. И народ весьма обнищал. Постоянно вот такие вот в Ветхом Завете вот народ весьма обнищал. Часто такое было. И давайте мы сейчас откроем Бытие 26 главу. Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дне Авраама. Был голод. И давайте откроем 12 стих. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим». У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. Исаак продолжал уповать на Господа в тяжелые времена и стал сеять. И мы также будем продолжать верить в Бога, сеять так же, как Он. Потому что у нас тот же самый дух. Мы также продолжаем верить и продолжаем сеять, несмотря ни на что. Аминь. Благословляю вас, чтобы вы продолжали сеять в это время. Ну, а куда сеять, вы все знаете. В WhatsApp есть все реквизиты. Благословляю вас на дело Божье. На дело Божье благословляю вас. Аминь. Добрый день, братья и сестры. Слава Господу. Мы продолжаем наше служение. Давайте коротко помолимся. Господь, просто мы призываем Тебя, мы призываем Твое имя. Господь, благослови это собрание наше, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. Всех, кто смотрит, Господь. Коснись Своей рукой, Господь. Своим духом, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть Слово, Господь, будет, Господь, проповедано, Господь, в силе, Господь. Пусть Слово дойдет оно до разделения души и духа, Господь. Пусть она оживит нас, Господь, оживи нас по Слову Твоему, Господь. Даруй нам мудрости всем, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Дай нам откровение, Господь, откровение Твои, Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь. И вся слава да будет Тебе. Аллилуйя. Аминь. И все сказали аминь. Если вы соглашаетесь, поднимите руки. Аминь. Аминь. Слава Господу. Сегодня я бы хотел говорить начну с места Писания из книги Исаия,
60 глава, 2 стих. Давайте вместе прочитаем. «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». И знаете, мы же, смотря по тому, как все в мире происходит, тут, по-моему, особо думать-то и не надо, что мы живем в последние времена, и как написано, что тьма покроет землю, но над тобою воссияет Господь. Аминь. Знаете, Бог хочет, чтобы над нами сиял Господь через каждого из нас. Мир будет все больше и больше погружаться во тьму, но над тобою воссияет, как написано, воссияет Господь. И пусть эта слава, пусть Бог, Он является через каждого из нас и через всех. Аминь. Знаете, Бог смотрит на, как по отдельности нашу жизнь, да? Точно так же наша церковь, вообще церковь, Он смотрит как на свою невесту, как на одну личность. И мы, как церковь, должны выразить это совокупно. Аминь. Мы, можно сказать, в некотором смысле мы как одна личность, мы все вместе. Но чтобы эта личность, она была явлена этому миру, мы должны быть в единстве. Аминь. Знаете, в эти времена, когда довольно тяжело для нашей души, пусть Господь нас утешает. Аминь. Знаете, в Матфея 25 главе Иисус, Он дал притчу о 10 девах. И знаете, 5 дев было мудрых, 5 дев было глупых. И это олицетворяет нас, как верующих, что есть мудрые, которые в свое время, они начинают просто искать лица Господа, и они наполняются вот этим драгоценным маслом. Драгоценное присутствие Божье. Аминь. Но было 5 глупых, которые просто были беспечные, просто думали, все пройдет, и они не бодрствовали, и они не запасались этим драгоценным маслом. И знаете, я думаю, время довольно коротко, очень даже коротко, что Господь, Он придет, но нам еще есть время. У нас еще есть вот это время, когда мы сейчас должны бодрствовать и трезвиться, чтобы все больше быть в общении с Господом, иметь вот это драгоценный елей, драгоценное помазание, которое мы должны все больше копить. Аминь. И знаете, Бог, Он знает времена и сроки, Бог знает все наши трудности, Он знает каждого из нас даже лучше, чем мы сами. И знаете, Бог, написано, что Бог не даст быть искушаемым сверх сил. Может, вы думаете, сейчас тяжело, сейчас как бы вот это все давит на меня. Но Бог знает все наши возможности, Он не даст сверх сил. Это написано 1 Коринфянам, 10 глава, 15 стих. Давайте вместе почитаем. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Знаете, все, что происходит в мире, это все человеческие искушения, человеческие атаки. Но читаем дальше. «И верен Бог, который не попустит вам быть искушаем сверх сил». Сверх сил. Хочет сказать, скажите, сверх сил. Но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Аминь. Аминь. Если вы согласны, поднимите руки. Знаете, очень хорошо как бы видеть реакцию. Немножко необычно проповедовать в таком режиме. Аминь. И знаете, вчера, когда я размышлял, что же Господь дать народу своему, да? Знаете, пришло такое, что говорить про суд Христов. Про суд Христов. Давайте вот посмотрим 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Тут написано: «Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христова». Судилище Христова. Всем нам должно явиться перед судилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Это 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. То есть Библия четко и ясно говорит, что все мы явимся перед
перед Христом, перед Его судилищем. И это произойдет сразу же после пришествия Иисуса Христа. Если внимательно изучать Библию, то Иисус Христос, Он придет и грядет, и когда Он явится, тут же начнется суд Христов. Но знаете, я хочу сказать, что это не будет суд таков, что кого-то в вечность отправляем, ты спасен или не спасен. Это будет судилище, там, где будет решаться вопрос, ты получишь награду или ты получишь, наоборот, ты потерпишь урон. И также в Матфея 16 глава 27 стих. Матфея 16, 27 написано: «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Аминь. И знаете, Бог призывает, это, знаете, последнее время, когда мы должны приложить максимум усилий, чтобы принести плод Господу. Бог ждет этого. Знаете, это очень довольно серьезно, когда мы явимся перед судилищем Христова, и Господь, Он смотрит, ну что ты сделал для моего царства? Каким образом ты принес плод? Ты что-нибудь сделал для меня? Аминь. Аминь. И знаете, когда будет этот суд, мне хочется сказать об одной вещи, которые очень сильно может повлиять на то, как Иисус, как Христос будет смотреть и судить вас. И вы знаете, как вы думаете, что это? Это милость. Давайте откроем Матфея 5 глава, 7 стих. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Знаете, вот это вот одно качество, которое, я думаю, очень веское, так скажем, влияние будет иметь на этом суде, то, насколько мы были милостивы. Если мы не проявляли милость, то на суде Бог может очень строго нас судить. Но если мы при жизни проявляли милость, то на суде тоже Бог зачтется это перед Господом. Я не говорю, что только по милости мы будем или получим награду, или получим наказание, но милость, она будет решать довольно сильное значение, я думаю. Потому что Иисус сказал: блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Поэтому, братья и сестры, я вас призываю, будьте милостивыми, будьте великодушными, прощайте и прощены будете, написано, да? Также Иакова 2 глава 12 стих говорит, да? 2 глава 12 стих. Так говорите, и так поступайте, как имеющий быть судимым по закону свободы, ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Вы видите, что Слово говорит, что милость, она превозносится над судом. Милость, она может помочь тебе в суде. Аминь. В грядущем суде, которого все мы не избежим. Аминь. Также давайте посмотрим 2 Тимофея 1 глава. 2 Тимофея 1 глава 16 по 18 стих. Апостол Павел, он описывает свою историю, когда он был в Риме. Возможно, он переживал какие-то трудности. И был такой брат Анисифор. Давайте 16 стиха почитаем. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих». Видите, апостол Павел получил помощь от этого брата Анисифора. Вероятно, этот Анисифор принял его в свой дом, помог ему, оказал ему милость. Да? И в ответ Павел говорит, он как бы молится и говорит: да даст Господь милость дому Анисифора.
17 стих. «Но быв в Риме, великим тщанием искал меня и нашел». И смотрите, 18 стих. «Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день». То есть придет день, этот оный день, он обязательно придет, мы не избежим этого. Но Павел, он молился за Онисифора, он сказал, да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день. Аминь. А сколько он служил мне, в Ефесе, ты лучше знаешь. Видите, как важна милость? Давайте будем просто милостивыми, давайте мы не будем бить, может быть, не физически, но своими словами. Не осуждать. Аминь. Знаете, если мы знаем себя, если ты хорошо знаешь себя, то ты не будешь осуждать других, потому что если я осознаю себя, знаете, я очень четко осознаю себя, что я несовершенный человек. И у меня есть такая же плоть, и мы до конца своей жизни будем бороться с этой плотью. Если я четко осознаю, что я такой же человек, состою из плоти и из крови, что я могу также грешить и делать какие-то ошибки, то мне легче будет прощать других. Согласитесь? Аминь. То есть мы должны трезво, если мы не знаем себя, то мы можем осуждать других. В Римлянам 9 глава, 15 стих. Римлянам 9:15. Иисус говорит, над кем смилуюсь, над тем смилуюсь. Аминь. И знаете, чем больше я живу с Господом, чем больше с тех древних времен, да, чем больше я пребываю с Господом, тем больше осознаю, что все происходит по милости Господней. Все происходит по милости Господней. Знаете, то, что я иду за Господом, это не то, чтобы я иду за Господом. Это благодаря милости Господней. Потому что во мне много еще, с чем нужно работать. Аминь. Но благодаря милости я почему-то иду за ним. Потому что он касается меня. Знаете, милость — это такое качество, которое оно достигает дальше, чем благодать даже. Аминь. Благодать — это когда я дарю своему другу что-то хорошее. Бог, он считает нас своими друзьями и даже своими детьми, и Он дает нам благодать. Но милость, она простирается дальше, чем благодать. Когда мы были еще грешниками, Бог, Он достиг нас не благодаря своей благодати, но благодаря своей милости. Он призвал нас, чтобы мы открыли свое сердце. И мы открылись почему-то. Аминь. И потому что мы открылись, Он излил свою благодать на нас. Аминь. Слава Господу. Как это чудесно. Поэтому я призываю вас, братья и сестры, живите в милости, проявляйте милость. Аминь. Милость — это сам Господь на самом деле. Еще какие-то моменты, которые я хотел бы вам дать. Знаете, мы сейчас живем довольно, вот эти вот, то, что происходит в мире, оно довольно сильно давит на нашу душу. И мне лично пришлось тоже несколько дней жить в таком довольно стрессовом состоянии. Но Бог не хочет, чтобы мы жили в страхе, да? Да, в глубине души я верю Господу, но как написано, что разные обстоятельства, они восстают на нашу душу. И душа наша, она может метаться и быть в страхе и так далее. Но Бог хочет, чтобы мы жили в мире. Аминь. И немножко я бы хотел затронуть тему этого мира. Бог хочет, чтобы мы жили в мире. В Римлянам 5 глава, 1 стих, да, Римлянам 5:1, вы можете посмотреть, написано, что «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. И знаете, это больше касается примирения, оно внешнее. То есть мы примирились с Богом. То есть была война некая, но мы примирились. Да, мы были врагами Господа. Мы жили в грехах все,
мы не знали Бога, мы бунтовали, мы были в неведении, мы были язычники, которые не знали Бога, были безбожники. Но благодаря тому, что вере, что Бог, Он по своей милости коснулся нас, через свою благодать мы поверили, и через веру мы оправдались. Аминь. И оправдавшись верою, мы примирились с Богом. Аминь. Это, как можно сказать, что наше положение перед Богом, оно уже правильное. Аминь. Но я заметил, что это не так сильно приносит мир в мое сердце, потому что это больше касается моего понимания. Да, я действительно примирился с Господом. Да, слава Господу. Но внутри сердца почему-то была тревога. Аминь. Но я сегодня хотел бы сказать об этом, кстати, не о объективном вот таком мире между мной и Богом, между нами и Богом, но о внутреннем мире, который, я думаю, что очень все мы нуждаемся. Аминь. Это наше состояние нашего сердца. Давайте посмотрим Филиппийцам 4 глава, 7 стих. Филиппийцам 4:7. Давайте 6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и в прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Этот мир, о котором здесь Павел говорит, это внутренний мир. Это как бы наше состояние. И Бог хочет, чтобы этот Божий мир, он переполнял наши сердца, чтобы мы были в покое, у нас не было бы страхов. Аминь. И мы жили бы в этом мире. Хотя вокруг, может быть, бушует шторм. Аминь. И давайте посмотрим Ефесянам 1 глава, 2 стих. Ефесянам 1 глава, 2 стих. Здесь мы видим ответ на то, как обрести этот мир. Как обрести этот мир? Может, вы еще находитесь в каком-то... у вас нету мира. То прочитайте Ефесянам 1 глава, 2 стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Здесь мы видим, знаете, и я по своим переживаниям, да, я могу твердо сказать, что благодаря благодати ты приобретаешь мир. Благодаря благодати ты приобретаешь мир. То есть, можно сказать, что благодать — это субстанция, мир — это состояние. Если ты имеешь вот эту субстанцию, ты имеешь, ты в своем сердце, как Мария, она складывала слово в свое сердце. Ты складываешь вот эту благодать в свое сердце. Аминь. И тогда вот эта благодать, она производит этот внутренний мир. Аминь. Как это происходит на практике? Ты берешь слово, и ты просто наслаждаешься. Что есть благодать? Благодать — это Бог, который хочет войти в тебя, хочет перелиться в тебя. Это субстанция, это Слово Божье, которое ты переживаешь, ты молишься этим Словом, ты просто поглощаешь, ты пьешь и ешь это Слово, и ты наслаждаешься этим Словом, которое на самом деле есть Бог, который хочет войти в наше сердце. Он уже в нашем сердце, но мы должны постоянно практиковать вот этот, делать эти духовные упражнения, когда ты пребываешь в Слове. И благодаря этому Слову ты ощущаешь это Слово, ты переживаешь это Слово. Аминь. Ты не просто кладешь это Слово в свой разум, чтобы получить какие-то знания. Мало знаний, ты должен получить снабжение, духовное снабжение этим Словом. И тогда это является благодатью.
когда триединый Бог, Он не просто с тобою, Он хочет обитать и жить в тебе. Он уже живет, но Он хочет не просто жить, Он еще хочет и проявляться в твоей жизни. Проявляться в виде мира, в виде радости, в виде того, что даже дела твои будут иметь успех, потому что Бог, Он действует из тебя и через тебя. Аминь. Аминь. Знаете, апостол Павел, он говорил, что я благодушествую. Даже сидя в тюрьме, он говорит, я благодушествую в моих скорбях. Удивительное просто состояние, когда даже посреди скорбей, посреди каких-то испытаний, внешних сложных трудностей, я думаю, он переживал этот божественный мир. Вы знаете, самая радостная книга — это послание филиппийцам, там, где написано «радуйтесь», и еще говорю вам «радуйтесь». И он написал это послание филиппийцам, сидя в тюрьме. Аминь. То есть, что я хочу сказать, что ты переживаешь эту благодать, ты наполняешься вот этой субстанцией, на самом деле. Это есть субстанция. И тогда это привносит тебя в это состояние мира. Аминь. Аминь. Теперь последнее слово, которое то, что я хочу сказать. Римлянам 8 глава, 9 стих. Знаете, Бог призвал нас жить по духу, не по плоти, но по духу, да? Мы должны жить не просто видением, да, не просто тем, что мы видим, слышим, но по духу. Аминь. Потому что если мы будем жить видением, то мы скоро можем просто впасть в депрессию. Знаете, чем больше я смотрю телевизор, тем как-то мрачнее становится в моей душе, и это давит на меня. Но когда я опять прихожу к Слову, опять я начинаю размышлять о Слове, жить по Слову, мир начинает наполнять. И Бог хочет, чтобы мы жили по духу. И вот это слово последнее, которое открылось мне, что у меня всегда был вопрос, как жить по духу? Как жить по духу? И смотря на свое сердце, я думал, я живу совсем, мало совсем по духу. В основном я живу по плоти, да? И был такой огромный вопрос у меня. Как же жить все-таки по духу? Я даже проповедовал, что надо жить по духу. Я внутри знал, что так надо жить по духу. Но как жить по духу? И тогда вот мне попался вот этот стих. Давайте вот прочитаем. Римлянам 8 главы прочитаем. Я думаю, это один из ключиков, которые вы можете применять в своей жизни. Римлянам 8 глава. Давайте с 1 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». И знаете, Римлянам 8 глава больше говорит о законе Духа жизни. Это, как я говорил на собрании, что это триединый Бог. Закон указывает на нашего Бога Отца. Дух указывает на Святого Духа. И жизнь указывает на Иисуса Христа. И эта глава в основном говорится о законе Духа жизни, который не просто как внешний закон, но который теперь в нас. Он работает в нас и через нас. Аминь. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. 3 стих. «Как закон ослабленной плоти был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, жертву за грех и осудил грех во плоти». То есть Иисус пришел примерно в похожей теле, похожем на наше тело, на нашу плоть, да? И Он осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном. То есть в другом переводе написано, что если мы будем думать, если мы направим свой разум к духу, то наш разум станет жизнью. Если наш разум будет направлен к плоти, то это принесет смерть.
Это вот один ключ. Второй ключ, давайте дальше почитаем. Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Смотрите, теперь подходим к 9 стиху. Будьте очень внимательны. Но вы, написано, апостол Павел говорит, но вы не по плоти живете. Смотрите, он утверждает, вы даже сейчас, которые слушаете слово, Павел что говорит? Но вы не по плоти живете, а по духу. И смотрите, условие какое. Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Смотрите, здесь написано, мы живем по Духу, если только Дух Божий живет в нас. Смотрите, есть условие, что мы живем по Духу, если исполняется вот это условие. Какое условие? Что если только Дух Божий живет в вас. Аминь. И я хочу вас спросить, Дух Божий живет в вас или нет? Поднимите руки. Дух Божий живет? Некоторых как-то как будто не живет. Да? Аминь. Мы можем твердо сказать, что Дух Божий живет во мне. Как только мы сказали Иисус Господь, Иисус, и мы призвали Его имя, и мы покаялись, и мы пригласили Его в свое сердце, моментально, в ту же секунду Бог поселился в нашем сердце. Будьте тверды в этом, и в этом можно крепко держаться этого. То есть Дух Божий живет в нас. И если Дух Божий живет в нас, то что написано в 9 стихе? Мы живем по Духу. Мы живем по Духу. Аминь. А не по плоти. Теперь ладно. Бывают времена, когда мы поступаем по плоти. Знаете, нельзя сказать, что кто живет по Духу, он совершенный человек. Теперь он не грешит, там и ничего не делает. Знаете, мы падаем, мы можем оступиться, мы можем отойти в сторонку. Но что делает Дух Божий? Он не сидит постепенно, мое дитё куда-то ушло. Он не сидит пассивно, он начинает нас опять направлять в правильное русло. Аминь. Мы можем один раз упасть, второй раз упасть, но Бог опять-таки направляет нас. Почему? Потому что Дух Божий живет в нас, и мы живем по Духу. Аминь. И, не знаю, мне хочется вас сказать, что в основном мы живем по Духу. Иногда мы оступаемся. Аминь. Вы можете, как это понять? Не пытайся понять. Пусть твой разум лучше подчинится Духу. Аминь. И примет это верою. Аминь. Вы же не сомневаетесь, что вы спасены? Я лично не сомневаюсь, что я спасен. Как только да, мы провозгласили Иисуса Господом, мы спасены. Мы можем твердо сказать, брат Хаким, как я рад тебя видеть. Слава Господу, слава Господу. Аминь. То есть, точно так же, как я не сомневаюсь в том, что Иисус Христос, Он поселился в моем сердце. Аминь. Я твердо стою на слове, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется, написано, да, в Римлянам 10 глава. Точно так же провозглашайте, что вы в духе. Аминь. Говорите, я в духе. Я в духе. Вы попробуйте, попрактикуйте это. Скажите, что ты в духе. И ты будешь в духе. Аминь. Ты почувствуешь. Аминь. Это все делается верою. Поэтому, слава Богу, братья и сестры, увещеваю вас, как я сегодня говорю, подытожу, да, что все мы явимся перед судом Христом. Да? И на суде Христовом очень большое значение будет иметь то, как мы жили, то, насколько мы проявляли милость к другим. Я проявляю милость только тогда, когда я осознаю, что я тоже точно такой же несовершенный, что у меня точно так же есть плоть, с которым я борюсь каждый день. И когда я это знаю, я другим точно так же буду простираться милостью. Но я не буду судить.
Аминь. Аминь. Я верю, что на суде Христовом это будет очень сильное значение иметь. Аминь. Павел, он говорил, что брат Анисифор, он проявил милость ко мне. Да даст ему Бог волный день, когда все это придет. Аминь. Я думаю, что времена очень короткие, и всем нам нужно пребывать просто в мире. Аминь. И знаете, это внутренний мир мы получаем от этой благодати, когда мы наполняемся этой благодатью. Это, можно сказать, как топливо, которое подкрепляет, которое дает нам вот этот вот источник энергии. На самом деле это сам Бог, да? Сам Бог, как благодать, дает нам этот драгоценный мир. Дает нам этот драгоценный мир. Как в Ефесянах написано, что благодать вам и мир от Бога Отца. Я хочу просто провозгласить на вас, на всю церковь, братья и сестры, что благодать вам и мир да умножится. Мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Пусть Господь вас благословит миром Божьим, братья и сестры. Аминь. Аминь. И тогда еще раз я хочу напомнить, что, братья и сестры, просто смотрите объявления, смотрите в WhatsApp-группе все объявления, церковь движется, мы никуда не уходим, мы просто отдельно живем, да, но в духе мы в единстве, мы все находимся одно в духе, аминь. Да. Мы в одном городе, мы все едины, и мы не одни, нас очень много, всех христиан в нашем городе. И тогда я хочу передать слово еще раз. Сестра Зоя, она скажет объявление. Дорогие братья и сестры, в общем, в конце тоже попросили меня увещевать о пожертвованиях, да, что мы продолжаем это делать, как Исаак. Во-первых, я благодарю Господа за это слово сегодняшнее. Вообще благодарна. Такого в интернете вы не найдете. Бог не оставил нашу церковь, благословил всяким духовным благословением. Потрясающее слово. Вообще у меня просто в разуме революция, трансформация. Я буду над этим работать и прорабатывать, и этим жить. Потрясающе. Спасибо, Сава Савич. Вообще благодарим Господа за это слово. Спасибо. Да, я еще хочу еще раз увещевать про пожертвование, что мы продолжаем сеять, как Исаак сеял в голодное время, потому что филистимляне, они жалели свои семена. Как они будут сеять в такое время, когда земля иссохшая, она не принесет плода? И они думали, мы лучше съедим это семя. Но Исаак был другого духа, он был полон веры и продолжал уповать на Господа. Продолжаем сеять. Кстати, дальше в эту историю вы читаете про, и как Исаак, там, в общем, вот эта 26 глава, там описывается, как филистимляне закапывали колодцы Исаака, а Исаак раскапывал эти колодцы. Ну, тоже отдельная история. Очень благословляю. Спасибо всем, спасибо Саве Савичу, спасибо Господу за это прекрасное, чудесное слово. Аминь. Включаем, продолжаем общаться друг с другом. Ага. Ага. Дима, можешь, наверное, включить микрофоны. Да такие все быстро заговорили. Слава Богу, слава Богу. Теперь можно попить чай, каждый наливайте. Там. За всех. Спасибо. Да. Спасибо, Савич. Спасибо, Спасибо, Сава Савич. Зоенька, спасибо. Ой, Да, спасибо. Благословение вам всем Спасибо. в церкви. Дима, молодец, Да, мы Гриша, все- молодец. Спасибо. Мы вместе. Слава Богу за вас. Благословенная неделя всем. Дмитрий Гришин, пожалуйста, давайте прославим еще Бога. Давайте прославим. Давайте что-то прославим. Дима, где у меня? Дима, давай прославим. Где ты?
Сейчас я найду Я тебя. сам не могу понять, я себе камеру отключил. А вот, Дима. Покажите личико. Вы меня видите? Нет, потому что... Ага. Какую? Всем сердцем. Заказывайте песню. Правда, я вам звук отключил, я не знаю, что вы закажете. В этом городе ты бог. Давай в этом городе ты бог. Ой, я же всем отключил микрофоны. Как ты включила? А у меня вот включается, да. Крутая. А меня видно? Нет? Я себе камеру когда отключил и не могу включить. Для НЛА. Мы-то тебя видим. Видно. Ну ладно. Видите, да? Да. Головой, потому что я вас вижу, а что-то себя нет. Видишь, мы какие умные. Мы и звук можем включить, и тебя видим. Для людей этих ты царь. Отключай микрофоны. Для страны этой ты наш Господь. И во тьме в этой ты свет. Ты надежда, где ее нет. Миром жизнь наполняешь. Лишь ты. Давайте еще раз. В этом городе ты Бог. Для людей этих ты царь. Для страны этой ты наш Господь. И во тьме ты свет. Ты надежда, где ее нет. Миром жизнь наполняешь. Лишь ты. Скажи, нет таких. Нет таких, как наш Бог. Нет таких, как наш Бог. Нет таких. Нет таких, как наш Бог. Нет таких, как наш Бог. Придет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этом городе. Грядет пора больших. Господь прольет с небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Еще раз. В этот город. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать. С В этом городе ты Бог, для людей этих ты царь, для страны этой ты наш Господь. И во тьме в этой ты свет, ты надежда, где ее нет, миром жизнь наполняешь, лишь ты. Нет таких, как наш Бог. 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 Скажи еще. Нет таких, как наш Бог. Нет таких, нет таких, как наш Бог. Идет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Идет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Идет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город.
Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо, Слава, за слово. Спасибо всем. Спасибо да, за все. Спасибо. всем. Запись останется? Спасибо всем. Благодать на всех. Благодать на всех. Аминь. Благодать на всех. Будьте благословенны. Аминь. Слава Господу. Запись мы сейчас выложим, ну как сейчас, в скором времени, в течение часа, на YouTube и скинем ссылочку. Вы эту ссылочку, пожалуйста, сбросьте, не знаю, своим там, как знакомым, допустим, людям, которые были у нас раньше в церкви, чтобы они посмотрели там, я не знаю, или тем, кого давно не видели в церкви. Там. Ну, в общем, вы сами разберетесь, я надеюсь, вам Дух Божий подскажет, кому отправить и так далее. Дима. Чат в церкви. Ссылочку. Нет, в чате в церкви-то понятно, просто в нашем чате не все же люди, понимаешь? Я же говорю, кто-то давно из церкви ушел, Да. кто-то там, я не знаю, уехал. Вот Юля мне Стасенко писала, я ей скинула ссылочку, она посмотрела, благословилась. Я говорю тем людям, которых давно не видели, скажем так, то есть, как бы не только один, но и других также. Так приятно было всех видеть вообще, так радостно. Да, да. Да, это правда. Это правда, Лена, приятно. Обнимаем всех, обнимаем, целуем. На мою челюсть. Благословляем твою челюсть. А шуба малости, синяки, говорю совсем, язык заплетых. Я прямо сейчас положила руку на твою челюсть. Молодец. Да. Благословляем, Олег. Благословляем твою челюсть. Благословляем. Во имя Иисуса. Благословляем. Будь здоров, поправляйся. Господь с тобою, Олег. Можем в середине недели такой чат устраивать, если кто-то хочет. Здорово. Здорово. Как ваше самочувствие? Сара? Как ваше самочувствие? Ну, нормально, более-менее. Пастор, там он лежит, отдыхает. У вас там в аэропорту-то что-то предупреждали, нет? Ну, просто говорили, что должны быть на карантине, как бы 14 дней, на самоизоляции. А температуру измеряли? Не знаю, нас какая-то камера какая-то снимала нас при выходе, но я так понимаю, что это, скорее всего, была температура. Ну, то есть они, видимо, так визуально просто снимали всех, у кого какая температура. Ну, чтобы не было превышения, видимо, и все. Понятно. Вот, поэтому так. Смешно было, говорю, врачи, главное, все в этих скафандрах своих, а полицейские просто с этими повязками на лице, и все. Бедные полицейские, незащищенные. Но пастору подлечили спинку, как ему получше стало? Чуть-чуть получше стало, по крайней мере, мы теперь знаем вектор, куда двигаться, как лечить, вот, и будем двигаться в этом направлении. Как-то с родителями он разобрал, что-то хоть... Да, мы тоже сдвинулись с мертвой точки, сделали доверенность генеральную, по которой теперь можно решать все вопросы, чтобы, мог Вячеслав теперь решать эти вопросы. Слава Богу.
Слава Богу. Слава Богу. Это тоже было чудо, потому что, чтобы найти нотариальную контору, которая там работает, чтобы еще и пожилых людей приняли, это вообще, там все же закрыто, поэтому, ну, слава Богу, что получилось все. Спасибо за молитвы огромное, потому что без Бога мы бы там мало чего вообще сделали в этот период в Москве, когда ничего не работает. Да. Так радостно всех видите. Не хочется уходить. Аллилуйя. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Господь. Дорогие братья. Сава Савич, спасибо за слово. Наше упование сейчас только в Господе. Все, и слава Богу. Наш разум, главное, чтобы был всегда чистенький, посредством Слова Божьего очищался. Да. Аминь. А то мозг сейчас чем только не забит вообще, может быть. Вот это важно. И что мы все живем по духу. Да. Вот пастор тоже говорит. Главное, чтобы жить по духу. Но чтобы жить по духу, надо, чтобы мозги не были забиты всякой ерундой. Нет. Мы так, даже если забиты, то мы все равно уже живем по духу. Но если ты мозг свой забьешь, чем попало, ты уже не по духу будешь жить. Нет, мы уже живем по духу. Да. Зоя. Очищается мозг, Я лично так поняла. потихоньку. Разум тренировать нужно, направлять к слову. Какую собаку кормим? Какую собаку кормим, такая и будет побеждать. Так что это не автоматически работает. Да. Да, дух надо качать и кормить. Тогда он будет вести нас. А так он будет заглушаться всякими информациями лишними. Слава. Марик. Ладно, с Богом. Ну ладно, всем с Богом. Всем тоже с Богом. Благословляю всех. Целую и обнимаю. С Богом. С Богом. Пока-пока. Пока. 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 Таня, до встречи.